Сегодня вы будете помогать нам в садике, а завтра мы с вами увидимся уже в школе. И будем с вами проводить мероприятия как на улице, как в самой школе. Это один из уголков города. Работают светофоры, есть искусственные неровности и переезды. Инспектор объясняет детям, как на практике применяют правила дорожного движения. Как дорогу надо переходить? На какой сигнал светофора нужен водителю реагировать? На зеленый. На зеленый. А какой зеленый? Большой зеленый, маленький зеленый? Какой зеленый? Вот это. Вот этот, правильно? Да. А этот какой сигнал говорит? Нам что? Стоять. Предупредить самых маленьких об опасности и научить их быть ответственными за свое здоровье и безопасность. Детсадовцам загадывают загадки на знание правил дорожного движения, спрашивают названия и значения знаков. Гномики, смешарики, барбарики, ласточки и юнги. Но отныне они еще и юные помощники инспекторов движения. Каждый из 25 ребят получает отличный знак и клянется соблюдать ПДД. Я сегодня пришел полицейский. Мы с ним учили знаки, загадки. Играли, много чего делали. А тебе понравилось? Да. Айша, а ты знаешь правила дорожного движения? Какие цвета есть у светофора? Зеленый, красный, желтый. Что нужно делать перед тем, как перейти дорогу? Когда горит зеленый цвет, можно переходить дорогу. Кто виноват, если дети попадают в ДТП? Ответ, казалось бы, простой. Если по собственной неосторожности, то сам ребенок. Но понятия «вина ребенка» не существует. Происшествия с участием несовершеннолетних говорят только о том, что взрослые где-то не досмотрели или чему-то не научили детей. Но в этом году у нас, конечно, к сожалению, без жертв у нас не обошлось. У нас 4 детей, которые погибло, и свыше 10 детей, которые пострадало. Но в любом случае ребенок, который один пострадавший или один погибший ребенок, это страшная статистика для всего региона. Посвящение в юные помощники инспекторов движения – дело важное и ответственное. Эту акцию в детском саду «Жар-птица» подготовили совместно с ГИБДД и движением первых. У нас идет работа очень большая в образовательных организациях. Есть у нас юные инспектора в каждой школе. Это более 1000 детей, которые сегодня у нас работают в этом направлении, работают на направлении профилактики. И сегодняшнее мероприятие именно уже направлено на дошколят. То есть мы сегодня внедряем эти команды уже в дошкольную организацию для того, чтобы с садика дети уже прививали к себе знания правил дорожного движения, соблюдали их и помогали в будущем уже своим сверстникам, которые в школьной образовательной организации работают, уже будут готовы инспектора дорожного движения. Машин все больше и больше на улице, на тротуаре, на дорогах становится немножко более опасно с увеличением количества машин. И, соответственно, если дети будут знать, если у детей будут навыки, как правильно себя вести, это им, естественно, пригодится. Да. Дети – самые незащищенные участники дорожного движения. Важно уберечь их и воспитать примерных водителей и пешеходов. Тамара Хшагульгова, Акрамат Тасхоев, Башир Коригов, Магаз 24.